И сложно, и легко, потому что мне, во-первых, очень хотелось рассказать эту историю, да, о которой мало кто знает, хотя мы здесь вот живем на этой земле, но мы не знаем, сколько здесь было сложностей, сколько летчиков погибло, сколько американцев погибло и американок на той стороне океана, да, и поэтому мне хотелось об этом рассказать. Ну, а сложности, в общем, какие были? Только надо было разыскать какую-то литературу, какие-то источники. Вот. В общем, мне над этой пьесой работалось легко, я ее написал довольно быстро. Любовь наших летчиков и американок, это было вполне естественно. Это, конечно, художественное произведение, да, но поскольку на нашей стороне летали только мужчины, авиаторы, летчики были, а у американцев был целый полк, 200 летчиц было, и причем 38 американок погибли во время этих перелетов. И, конечно, для меня, как драматурга, это сразу возник вот такой сюжет, да, встречается экипаж американский, женский, встречается экипаж российский, да, мужской. Естественно, любовь возникает и симпатия. Вот поэтому история любви. Ну и еще там другие истории любви. Мне сейчас даже сложно говорить, потому что я не видел спектакль. Вот, и все-таки у нас театр режиссерский. И что из моей пьесы осталось, и что там будет, вот я увижу только сегодня. Работаю с 1961 года. Тогда еще было много сотрудников, работающих в те годы на перегоночной трассе. И они так не очень громко, но рассказывали о том, что такая трасса существовала. Но в те годы не принято было о ней широко распространяться. Это уже для Якутии уникальнейшее событие времен Великой Отечественной войны и уникальный вклад жителей нашей республики, вообще всей республики в дело победы. Нигде, ни в одном регионе Советского Союза не было такого прецедента, чтобы по трассе такой гигантской протяженности было доставлено на фронт около 8 тысяч боевых и транспортных самолетов. И вообще эта трасса была построена в очень короткие сроки, за несколько месяцев буквально. И это, представляете, по бездорожью полному, никакого транспорта нет. И здесь большущий вклад был наших жителей. А это в основном кто были? Мужчины все на фронт ушли, а это старики, подростки и женщины работали. Вот такое, и надо сказать, что такого события не было ни до перегонки, ни до сегодняшнего дня не было. В те же годы очень строго было за связь с иностранцами. Это было подсудное дело. А уж потерять работу и испортить свою карьеру, это 100% было. А вот такие случаи, когда наши здесь, ну вы же представьте себе, что это приехали сюда в Якутск больше 200 молодых парней, молодых мужчин, а местные все мужчины на фронт были призваны. Так что здесь было очень весело, если так сказать, так вот, в то время. И таких вот, ну, молодые же люди были, и были и романы, и женились здесь многие. Кстати, женились, и поэтому остались и после войны здесь работать многие, и частично из-за этого. После перегонки у нас остались очень много специалистов трассы, участников войны и трассы. Они составляли вплоть до 80-х годов, до начала 80-х, до конца 70-х годов, основной костяк авиации Якутии. Среди них были видные летчики. Кузьмин Валерий Ильич заслуженным пилотом стал, героем со труда. Командовал Холмендерийским объединенным отрядом, столичным предприятием 12 лет командовал. Был командир «Браташ», командир летного отряда. Был командир эскадрильи Сладков Николай Михайлович. Был знаменитый летчик Юрий Петрович Яковлев. И он тоже заслуженный пилот. Потом он стал почетным гражданином Республики Саха-Якутия. Их много было. И инженера, и техники. Среди них был знаменитый командир Маганского отряда Петр Аполлонович Кухто.
среди вот этих перегонщиков, которые остались. По нашим подсчетам, где-то более 100 человек перегонки остались и в аэропортах, и в самом Якутске служит авиация Якутии.